Кто саботирует поручения Назарбаева, названы провинившиеся министерства. Поручения президента о недопустимости переработок проигнорировали в Министерстве нацэкономики, Минсельхозе и в акиматах. Руководителей министерств могут наказать, если их сотрудники систематически засиживаются на работе. Глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпикбаев возмутился тем, что госслужащие работают сверхурочно. Чаще всего необоснованно долго сидят на рабочих местах сотрудники Министерства энергетики, Минсельхоза, Министерства труда и соцзащиты населения, а также Министерства образования и науки, заявил Шпикбаев. Опираясь на данные проведенного мониторинга, лидерами среди нерациональных трудоголиков стали также акиматы Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областей. Всего выявили 113 нарушений. Как вам известно, главой государства дана четкая установка – ликвидировать необоснованные переработки государственных служащих. Напрашивается вопрос: эти госорганы не поняли всю серьезность проблемы либо саботируют прямое поручение президента, написал главный борец с коррупцией. По нарушениям, имеющим системный характер, материалы отправили в инспекцию труда. Там проверят и рассмотрят административную ответственность руководителей госорганов, пояснил Шпикбаев. Он добавил, что в агентстве тоже была проблема переработок. По словам Шпикбаева, пришлось лишить провинившихся сотрудников надбавок и наказать их непосредственных руководителей. К концу 8-часового дня количество ошибок вырастает на 10%, а 10-часового – на 30%, отметил Шпикбаев со ссылкой на американские исследования. Он подчеркнул, что в ряде передовых компаний мира ввели 6-часовой рабочий день, а пятница стала днем дистанционной работы. Глава агентства считает, что массовое пребывание служащих на рабочих местах после 18:30 также влечет за собой увеличение административных расходов. Он процитировал слова предпринимателя Стива Джобса, что нужно работать не 12 часов в сутки, а головой. Ранее Шпикбаев говорил, что компьютеры госслужащих в Казахстане будут автоматически отключаться в 18:30. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтоб не пропустить новое видео. Всем пока-пока.